4 апреля 1993 года новая радиостанция «Голос Абхазии» вышла в эфир в 16:00 на коротких волнах в диапазоне 41 метр. Выступивший в первом эфире председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к народам мира с просьбой оказать поддержку Абхазии. Цивилизованное сообщество народов не может безучастно смотреть на то, как на его глазах истребляют целый народ, отмечалось в частности в радиообращении. 4 апреля 1993 года, несмотря на решение парламента России, передача оружия Грузии завершилась в соответствии с договоренностями Ташкентской встречи от 15 мая 1992 года. 4 апреля 1994 года в Москве представители сторон грузино-абхазского конфликта ООН, России и СБСЕ подписали заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта, в котором были взяты обязательства сторонами о прекращении огня и неприменении силы или угрозы силы друг против друга. Стороны договорились разместить миротворческие силы по линии противостояния вдоль реки Ингур, расширить мандат миссии ООН по наблюдению. Документ констатировал факт отсутствия государственно-правовых отношений между Грузией и Абхазией и предлагал в перспективе создание союзного государства равноправных субъектов с суверенными правами. Заявление о мерах по политическому урегулированию, там четко было зафиксировано, что государственно-правовых отношений между Грузией и Абхазией нет. Также было подписано четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц. 4 апреля 2008 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, Россия самым внимательным образом рассмотрит вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик на территории СНГ с учетом косовского прецедента. По его словам, Москва будет прагматично реагировать на дальнейшее расширение НАТО. Российские миротворцы останутся в Абхазии и Южной Осетии, несмотря на требования Грузии поменять их на международный миротворческий контингент, добавил он. 4 апреля 2008 года власти Абхазии сообщили, что силы ПВО республики сбили 2 грузинских беспилотных самолета-разведчика. МИД Грузии назвал эти сообщения абсурдом и дезинформацией. В то же время грузинское внешнеполитическое ведомство заявило, что Грузия продолжит полеты своих беспилотников над Абхазией для сбора данных о, далее цитата, военной интервенции России. Конец цитаты. 4 апреля 2011 года в Сухуми открылся 10-й юбилейный фестиваль классической музыки «Хибла Герзмава приглашает». Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» во главе с маэстро Владимиром Спиваковым выступил на открытии юбилейного фестиваля. Хозяйка фестиваля, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава исполнила известные арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Франца Легара и других. В концерте также приняла участие Алиса Гицба, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка Российской Федерации. «4 апреля 2011 года состоялся сход в Новом Афоне в связи с назначением настоятелем монастыря игумена Ефрема. Собравшиеся решили созвать церковно-народное собрание с целью открытого обсуждения и решения проблем Абхазской православной церкви. 4 апреля 1902 года родился Георгий Турчанинов, лингвист, доктор филологических наук, автор гипотезы о протокавказской письменности, не признанной большинством лингвистов. С начала 60-х годов занялся абхазоведением. Георгий Турчанинов заявлял об открытии и дешифровке так называемого ашуйского письма. Согласно его теории, это письмо древних абхазов, абазин и убыхов, которые некогда называли себя ашуйцами. Письменные памятники ашуйского языка охватывают с середины 3-го тысячелетия до нашей эры по 4-5 век нашей эры. Турчанинов также занимался дешифровкой знаменитой майкопской надписи, найденной в 1960 году. Памятник
памятник датируется XIII-XII веками до нашей эры. По научному определению Турчанинова текст был написан на древнеабхазском языке. 4 апреля 1930 года родился Чинчор Джения, народный артист Абхазии. Выпускник Тбилисского театрального института имени Руставели. Работал актером Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Также по совместительству работал в театре миниатюр Чари Рама при Абхазской государственной филармонии. Им сыграны роли майора в «Иване Абхазце Чамагуа», Яго в «Отелло» Шекспира, Бадры в «Песне о скале Шинкба», Солаха в «Солнечном затмении» Мукба, Слуги в «Короле Лире» Шекспира, Горца в последнем из ушедших Шинкба, Дадына в «Царе Леоне I» Агрба и многие другие. 4 апреля 1936 года родился Чичико Когония, заслуженный работник культуры Абхазии, книгоиздатель, организатор книжной торговли, руководил Союз печатью и Абхаз книготоргом, был директором издательства «Алашара». 4 апреля 1937 года родился Гиви Агрба, герой Абхазии, генерал-лейтенант, кавалер ордена Ахицапша второй степени. В разные годы работал в МВД Абхазии, административных органах Абхазского обкома партии. В январе-августе 1992 года он командир полка внутренних войск Абхазии. В первый день войны организовал оборону против войск Госсовета Грузии в Сухуме в районе 14-й школы и Красного моста. Принимал участие в Шуромской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Был координатором боевых действий при освобождении Сухума. За весь военный период один из самых авторитетных командиров. В послевоенное время был министром внутренних дел и первым заместителем министра обороны Республики Абхазия. С 2003 года председатель службы госбезопасности Республики Абхазия. Принимал участие в переговорах по урегулированию грузино-абхазского конфликта, руководил рабочей группой по безопасности и невозобновлению войны Координационного совета. Участвовал в официальных встречах в Женеве, Тбилиси, Афинах и Стамбуле. Гиви Агрба ушел из жизни 27 августа 2014 года. 4 апреля 1954 года родилась Мактина Цвижба, живописец. Работает в Сухумском художественном училище преподавателем. Ее работы находятся в частных коллекциях Турции, Италии, Франции, Москвы и в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия. Мактина Цвижба выставлялась в Пицунде, Сочи, Краснодаре, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Санкт-Петербурге, Египте. 4 апреля 1955 года родился Джемал Чирикбая, герой Абхазии. Принимал активное участие в национально-освободительной борьбе абхазского народа. С первых дней войны был в составе группы ополчения. Участвовал в Гагарской, Первой Шромской, Январской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях. После войны под его командованием Гагарский резервный батальон нес службу на государственной границе по реке Ингур. Участвовал в ликвидации грузинских бандформирований в Гальском районе и Майской операции. За последние 10 лет в день 4 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году, это 20 градусов. Самая же низкая в 2014, это 5 градусов.